Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чем жизнь удивит, чем порадует. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Давайте пойдем с основания. В основании у вас какое-то преодоление. Преодоление в какой-то сложной ситуации, я бы даже сказала, в пиковой ситуации. Знаете, как будто бы что-то очень долго не получалось, не давалось, не происходило, не двигалось с мертвой точки. А тут, смотрите, как движение, причем движение вперед и вверх. Мало того, что у вас начнет получаться, так вы еще в какие-то прям совершенно короткие сроки решите эту ситуацию, либо добьетесь своего, получите положительный ответ. Вот что не давалось, что не получалось, просто, знаете, как на глазах рассосется, да? Причем очень успешно для вас. Для вас этот момент, он сродни чуду. Ну вот действительно, многие из вас так и будут воспринимать. Случилось чудо. Случилось чудо, над которым я так долго билась, боролась, молилась. Прекрасный момент, и я вас с этим моментом поздравляю. Так, следующий момент. Здесь звездочка. Звездочка, причем звездочка такая упавшая. По упавшим звездочкам это человек, который был у вас в немилости, да, какая-то, допустим, какие-то неприятности были с этим человеком, либо вы об этом человеке были невысокого мнения, может быть, раздражает, может быть, где-то там напакостничала, и вы немножко отвернулись от этого человека. Человек будет предпринимать какие-то очень яркие, активные действия для того, чтобы доказать вам, что с ним все хорошо, да, что он нормальный человек, что ему можно доверять, что зря вы так сразу на нем там крестик черный нарисовали. Будет вам и нужен, и полезен, и, как знаете, в нужное время, в нужном месте, да, прям и помогать будет, и стараться, и обходительный, и с уважением. И прям весь такой, знаете, аж сиять будет. А у вас об этом человеке поменяется мнение. Вот так и подумайте, вот зря, да, вот зря я плохо думала об этом человеке, а человек-то хороший, молодец, вот прям порадует своими действиями и удивит тем, что может быть все-таки адекватным в конце-то концов. Не могу сказать, мужчина или женщина, но тем не менее, эта звездочка опять в ваших глазах загорится. Какому-то человечку вы опять поверите. Так, с правой стороны у меня здесь прям скорпион такой вышел. Скорпион, он вышел с вашей стороны. И мне этот скорпион говорит, что либо за вас кто-то будет заступаться, защищать, либо вы проявите себя как скорпион. Да? Пока скорпиона не трогать, он нападать сам не будет. А вот если его тронуть, то он может очень больно ужалить. Причем, знаете, как мне идет? Скорпион нападает на того, кто гораздо сильнее. Да, человек, например, может физически быть сильнее, чем вы, либо по статусу быть повыше, чем вы. Но кем бы ни приходился этот человек, либо вас вот прям конкретно защитят от него, либо вы сами дадите такой мощный отпор, что мало не покажется. Момент силы, вашей силы, да, либо момент защиты. Кто-то вас защитит, заступится за вас. Так, дальше идем. Здесь у меня выходит как будто бы две двери. Вы сначала заходите в одну дверь, а потом заходите во вторую дверь. Причем, зайдя в одну дверь, у вас настроение повышается, поднимается, а со второй двери вы выходите и прям глаза светятся. Я не могу сказать вам конкретно, что это за дверь, где вы побываете, но мне почему-то кажется, что это какое-то учреждение. Учреждение, что-то типа
Может быть больница, может быть какое-то госучреждение, может быть там, не знаю, банк. Да? Но вот куда-то вас судьба вот прям по дорожке заведет, и вы туда идете с такой поникшей головой, человек грустный, никакой ни веры, ни надежды. Вот прям обреченность какая-то прям ощущается. В одну дверь зашли, раз и повеселили. Во вторую дверь зашли и глаза засияли, понимаете? И получается, что в одном и том же учреждении дважды вы получаете хорошую новость, да, либо дважды какие-то прям приятные события с вами происходят. Тоска уйдет, печалька, безнадега уйдет, понимаете, прям ощущение такое вот выть хочется. Вот настолько это все грустно, настолько печально, настолько вы уже ни во что не верите, а вот сходите, да, пройдете эти две двери, либо два кабинета. Они, кстати, вам открываются, для вас открываются, и сразу повеселеете. Так, с левой стороны, ну тут какая-то макака вышла, макака с пушистым хвостом. На 4 ногах стоит, да, с хвостом. Но это тот, кто создает вам проблемы. Причем проблемы создает такие, не детские. Опять же, вы все разные. У кого-то это конкретный человек. Может быть, в семье, в доме у вас такой водится макак, который создает вам проблемы. Может быть, на работе, да, начальник такой, либо какая-нибудь коллега занудная. Может быть, по соседству такой персонаж есть, да, который ведет себя как макака. Кем бы этот человек не приходился, знаете, что этого человека, смотрите, прям выводят из вашей жизни, выводят из вашего пространства. Что вы увидите, так это его эту пятую точку, да, этот пушистый хвост. Почему хвост пушистый? Потому что этот человек еще будет за какие-то свои действия отвечать. И, возможно, вас будут спрашивать, либо спрашивать ваше мнение, либо спрашивать ваш совет, да, а может быть, даже вы свидетельские показания будете давать по поводу этого человека. Ну, прям роль сыграете, да, сыграете роль в жизни и в судьбе этого человека. Да, вот пришло время этому человеку не только покинуть просторы, пределы вашей жизни, да, вашего пространства, но еще и ответить за свои какие-то поступки, проступки. Выводит, сильный человек в форме выводит. Либо человек, который носит, ну как, деловой костюм. Это что же форма считается? Кем бы ни был этот макак, либо макака, если это женщина, ну, прям выводит из вашей жизни на ваши же глаза. Это будет просто невероятно. Я не могу сказать, что вы будете злорадствовать, либо наслаждаться этим моментом, но это будет очень неожиданно и очень обнадеживающе, да? Потому что все-таки человек очень много каких-то неприятных моментов создал в вашей жизни. Вот кем бы он ни приходился, где бы вы там не соприкасались, не сталкивались, вы вводят этого человека. Так, а следующий момент – поклон. Кто-то вам поклоны будет бить. У кого-то в прямом смысле слова, да, вам будут кланяться, а у кого-то отыгрывается, что это идет признание вас, признание каких-то ваших действий, поступков, профессионализма, знаний, умений, правоты, да, и так могут даже показывать. Да, человек просто бьет вам поклоны, при этом у человека в голове пусто, да, человек может прямо в открытую вам сказать: извини, я по глупости вот не разглядел тебя, да, либо я вот такой глупый тебя не слушал, думал, что там свое, там больше лучше знаю. Ну, каждому свое, понимаете, девочки. Главное, что дошло, главное, что вот кланяется. Так, у кого-то отыграется, что человек, который вас обидел, либо как-то прям совсем уж плохо поступил, но больше похоже на обиду, на какое-то, знаете, высказывание, может быть, ваш адрес, либо какое-то действие, да, обидное ваш адрес. Здесь какая-то женщина, видите, как в спину давит и говорит: наклоняйся, проси прощения, проси у нее прощения. Да, при помощи какой-то женщины прощения будет просить. Женщина заставит этого персонажа перед вами извиняться. Но здесь уже конкретно за какое-то обидное действие в вашу сторону. Так, идем дальше. Здесь у вас рыбка. Рыбка очень необычная. Рыбка плывет вправо, и рыбка плывет из головы. То есть мысль, которая родится в вашей голове, приведет вас в будущем к деньгам.
Да, либо вы поймете, как мне зарабатывать, где мне работать, чем мне заниматься. Может быть, вы уже где-то работаете, чем-то занимаетесь, но вот не получается, да, денежка не идет. А вроде как все правильно делаете, денежка не идет. Родится мысль, которая поможет вам больше зарабатывать, чаще зарабатывать, в больших объемах зарабатывать. Просто гениально. Гениально. Все это вы сами для себя придумываете. Девочки, у кого-то отыграется, что вы для своего мужчины, будь то любимый, будь то муж, будь то сын, да, придумаете, вот как ему зарабатывать, либо где ему зарабатывать, куда ему пойти, каким бизнесом заниматься, да, либо на какую работу устроиться. В вашей голове рождается такая гениальная мысль. Так, дальше идем. Здесь два человечка сидят и думают над одной проблемой. Но опять же, это либо в семье, либо в отношениях. Да, люди сидят и думают над одной проблемой. Вас эта проблема, несмотря на то, что она проблема, она вас очень объединит. Объединит в хорошем смысле слова. Вы друг другу прям откроетесь, вы на друг друга будете надеяться, опираться, друг другу станете помогать. Если отношения были не очень, подпорченные немножко, либо там, знаете, как обидки были, претензии друг к другу были, вот эта проблема, которую вы вместе решите, она вас объединяет. И помиритесь, и объединитесь, и другими глазами друг на друга посмотрите, влюбленными глазами посмотрите. Так, следующий момент. Здесь мужчина выбирает женщину. Мужчина выбирает женщину и делает какие-то действия, поступки. Мужчина как будто бы на весь мир громко-громко кричит, что вот она моя женщина, я ее люблю, и я с ней счастлив. Девочки, если вы были в каких-то треугольниках, мужчина выбирает вас, да, и причем он смело об этом заявляет на весь мир. Если вы, ну, например, там семья была против, то мужчина, опять же, да, говорит: семья, я вас, конечно, люблю, но вот эту женщину я люблю больше, она моя жизнь. Вот что хотите, то и делайте. Если вы ее не принимаете, значит, и меня вы тоже не увидите. Тоже такой вариант может быть. Также может быть вариант, когда, например, мужчина оскандалился, да, где-то там, ну, подгульнул, например, да, либо у мужчины выбор, да, между двух женщин, да, опять же, выбирают вас, именно вас. И для вас это такой яркий момент, когда сердце уходит в пятки, громко-громко стучит, аж в висках слышно. Прекрасно, девочки, вы такая счастливая будете. Ту-ту-ту. Очень счастливая. Ну, потому что мужчина поступит правильно. Он не просто говорит о своей любви, он это все чувствует, он это все переживает, и это вы увидите в его глазах. Момент, когда женщина счастлива, когда мужчина на весь мир кричит, что я люблю, и весь мир знает, это моя женщина, это моя жизнь, это мое дыхание. Просто прекрасно. Так, дальше. Здесь у вас фонтанчик, небольшой фонтанчик, но тем не менее очень интересный. Фонтанчик – это здоровье, это состояние души и тела, ведь у нас все взаимосвязано. Он у вас небольшой, но видите, какой бурный фонтанчик. Здесь явно идут улучшения в состоянии здоровья. Когда вы себя почувствуете в полном расцвете сил, когда вы почувствуете, что там хворь, боль отступила, когда у вас появится желание что-то делать, вот куда-то пойти, погулять, с кем-то встретиться, какую-то работу выполнить, да, вот это состояние драйва, когда вот я хочу, я могу, я буду. Хорошее состояние. Если было не очень, да, там плохо спали, плохо ели, либо наоборот, да, человек там чем-то болел, да, страдал от чего-то, идет улучшение. Так, еще кто-то будет вас на руках носить. Ну, тут в переносном смысле, не в прямом. На руках носит вас какой-то человек. Причем на правой руке больше даже носит, либо упор на правую руку идет. Смотрите, вам кто-то будет помогать. Помогать, подталкивать, направлять, подсказывать, либо даже что-то за вас, для вас делать. Человек сильный, человек уверенный в себе, да, человек, который не подведет. Такой помощник. Либо какой-то знакомый, либо какой-то родственник, либо коллега, либо, в принципе, да, человек, который профессионально занимается какими-то вещами.
Вот можете полностью смело довериться, и человек не подведет. Если вы искали такого человека, неважно, чего касается ситуации, вы знаете, что такой человек, он прям идет уже. Уже идет, либо минут через 5 вы его точно найдете. Так, следующий момент. Лошадка. Маленькая лошадка на коротких ножках, но лошадка, которая способна взять высокий барьер. Высокий, выше, чем она ростом, да, либо как по метражу выше, чем она. На лошадке выседает мужчина. Девочки, либо предсказание для вашего мужчины, ну, либо мужчина, вы меня смотрите, это для вас. У мужчины какой-то был, не знаю, лимит возможностей, да, либо мужчина сам себя лимитировал. Ну, здесь я типа могу, а вот дальше уже не мое, да. Вот тут я знаю, а здесь уже знаний не хватает. А лошадка – это ваша работа, либо ваша деятельность, трудовая, профессиональная деятельность. Вам в ближайшее время, ну, просто по судьбе, взять какую-то для вас очень запредельную высоту. Какое-то дело сделать, либо какую-то работу попробовать, может быть, какой-то контракт заключить, да. То есть готовьтесь. Смотрите, с этой лошадки не выпадите из седла, держитесь крепко, у вас все получится. Здесь сразу на несколько карьерных ступенек вверх, там 3-4 сразу. Представляете, какой это барьер высокий? Здесь вас позовут, кто-то позовет и скажет: я хочу именно тебя. Я хочу с тобой именно работать, да, сотрудничать, контракт подписать. Вот ты мне нужен. Вы, главное, не пугайтесь и не отказывайтесь. Даже если вы не знаете эту работу, даже если вы это не умеете, там, никогда в жизни не делали, кивайте головой. Если голос пропал, просто кивайте головой. Обязательно нужно взять эту высоту. Поверьте, вы научитесь. Но нет таких людей, которые от рождения все умеют делать. Да, все приходит с навыками, все приходит со временем, все обучаются. Поэтому ни от чего не отказывайтесь, кивайте, моргайте, подписывайте, берите эту высоту. Это очень важно. Девчонки, вы своим тогда мужчинам передайте, там, замотивируйте их покрепче. Пусть ни от чего не отказываются. Так, и здесь еще одна лошадка, но это даже не лошадка, больше похожа на жирафа. Видите, длинные ножки и очень длинная шея. Ну да, это жирафик. С левой стороны скачет в вашу сторону. Кто у меня поступит на работу, кто у меня подпишет контракт, кто у меня каким-то делом займется, знаете, что это в долгую. Это в долгую, и это по длинной шее к успеху, однозначно к успеху. Девушки, женщины, мужчины, здесь именно про что-то новое, экзотичное и необычное для вас. Но с левой стороны скачет, то есть предлагать будут, да, но не само собой, скажем так, появится, а будут предлагать, и это для вас успех, это для вас будущее, не знаю, там лет 5-10, да, вы будете этим заниматься и горя себе не знать, понимаете? Вообще очень мощная отливка, кстати, на предложение, на работу, на какие-то вот свои продвижения. Очень мощная в этом плане. Вот кто зашел на эту отсыпку, знайте, что ваша судьба будет очень конкретно меняться. Меняться именно в профессиональной сфере, в сфере заработка, ну и материального достатка. Вы не просто сюда зашли, да, не просто так тыкнули на это видео, вас ангел привел. Вы должны это узнать. Особенно вот кто у меня страдал без работы, без занятости, себя не знал, где применить, либо вам везде был сплошной какой-то отказ, то ждите, готовьтесь. Прям, смотрите, прорыв пойдет. Вот эти тогда 2 двери, понятно, да, это, скорее всего, собеседование с одного кабинета в другой кабинет. Смотрите, как классно у вас тут выходит. И понятно, что и прилив сил появится, вера в себя, да, самооценка у вас подскочит. Хорошая, мне очень нравится эта отсыпка. Девчонки, мужчины, для вас идет для всех одинаково. Вот кто зашел на эту отсыпку, знаете, что в работе, в делах, в бизнесе просто попрет. Просто попрет. Такое время пришло. Время пришло себя реализовать, показать, реализовать, предлагать. Понимаете, вам везде тут что-то предлагают. Предлагают помощь, предлагают работу, предлагают какие-то контракты.
предложений, будет очень много предложений. Смотрите, не прогадайте, ничего не бойтесь, на все соглашайтесь. Ну, на выгодное, да, понятно, что если не выгодное, то не надо. На выгодное соглашайтесь, знаете, что все будет хорошо. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.